В эфире информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию. В ходе переговоров Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Уважаемый Рауль Джумкович, я очень рад вас снова видеть. Мы с вами договаривались об этой встрече раньше с целью посмотреть, как идут наши дела с точки зрения реализации планов развития тех проектов, о которых мы с вами договаривались. Прежде всего, это, конечно, планы социального развития. Посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время. Это первое. Второе, наша встреча проходит накануне выборов в Абхазии. И я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации республики как стабильном развитии экономической составляющей, так и политической стабильности. Я очень рад вас видеть. Спасибо вам за возможность еще раз встретиться с вами и обсудить те важные вопросы наших межгосударственных отношений и те работы, которые проводятся по линии инвестпрограммы, инвестиционного агентства. Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты, такие как школы, детские и дошкольные учреждения. Идут работы по энергосистеме, благодаря той финансовой помощи, которая выделяется России. Строятся дороги, и немаловажным для нас являются те работы, которые мы с вами проговаривали по части наших оборонных ведомств, правоохранительных структур. И следует отметить и те работы, которые мы прежде проговаривали, возможность которых действительно даст Абхазии экономически развиваться. Это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, это морское сообщение, воздушное сообщение. И разрешите мне от имени нашего народа, народа Абхазии, еще раз вас поблагодарить за все те работы и то внимание, которое вы уделяете республике. Спасибо. В Сухуми прошло заседание Общественной палаты с участием кандидатов в президенты Абхазии. Главная тема встречи – подписание договора об общественном согласии. На заседание Общественной палаты были приглашены все кандидаты в президенты Абхазии. Однако 4 претендента на высший государственный пост страны – Олег Аршба, Артур Анкваб, Рауль Хаджимба и Леонид Запшба – в силу ряда причин не смогли прийти. В начале заседания заместитель секретаря Общественной палаты проинформировал всех, что Раулю Хаджимба подписывать договор об общественном согласии нет необходимости. Действующий президент клялся на Конституции, что он соблюдает, и не только соблюдает, а гарант Конституции. И прийти, они не нашли логическую связь, прийти еще раз расписаться, что буду поставить свою подпись еще раз, как сказать, соблюдать то, что написано в Конституции. Договор об общественном согласии, который подписали кандидаты в президенты Абхазии, включает в себя 9 пунктов, среди которых пункт о соблюдении принципа верховенства закона над политическими, групповыми и личными интересами, отказ от любых форм давления на организаторов выборов, на избирателей, а также судебные и правоохранительные органы, не допускать заведомо ложных высказываний в адрес оппонентов и другие. Все 6 кандидатов в президенты заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в нашей стране. Хотим мы строить свое демократическое правовое государство. Это как раз те элементы сегодняшнего договора общественного, что те элементы института демократии, правового развития. И мы с удовольствием, я лично с удовольствием это подписываю и призываю всех не только просто нас подписаться, а выполнять это. Выборы не должны быть потрясением и такой катастрофой политической, как у нас происходит каждый раз. Я подпишу и призываю моих друзей, коллег сделать то же самое. Они, в принципе, это подтвердили. Вот. Я уверен, что с моей стороны, со стороны моего штаба никакой клеветы, анонимного и там поливания грязью не будет. Выдержано максимально с чувством уважения к своему партнеру, к
своим согражданам, всем, независимо от того, к какому лагерю они принадлежат, максимальное внимание к мнению каждого человека. Если мы вот этого будем следовать, и прежде всего каждый сам себя спрашивать, то я думаю, что у нас все будет нормально. Уже на протяжении 3 выборов проводится, Общественная палата инициируется подписание некого общественного договора согласия. И мы, и наш штаб всецело с этим согласен. Вот этот символичный акт, который мы сегодня производим, он скорее жест доброй воли. Наш. И желание к миру и примирению. У нас нет, никогда не было с нашей стороны, чтобы анонимно мы там очерняли наших оппонентов и так далее. Соглашение я, конечно же, подпишу. Я уважаю и присутствующих, и отсутствующих людей. Мы будем соблюдать все правила честной политической конкуренции. Очень приятно, что есть Общественная палата, которая занимает такую активную позицию в обществе. Мы все вас часто смотрим, все ваши заседания. Очень приятно, что есть такой орган. Кроме того, кандидаты попросили членов Общественной палаты обратиться в ЦИК и к руководству ГТРК, чтобы кандидатам выделили дополнительно еще 2-3 часа эфирного времени. Член Общественной палаты, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик прокомментировал просьбу кандидатов в президенты. Пока средства массовой информации работают аккуратно, пытаются предоставить вам равные возможности. Даже те эфиры, которые были на государственном телевидении, они выдержаны. Я не могу сказать, что там кто-то использует грязные технологии. Люди отказались от анонимных звонков. Журналист вам задает вопросы, вы отвечаете. Пока это все нормально, но нехватка эфирного времени, это тоже обсуждаемый вопрос. Посмотрим, как отреагирует руководство телерадиокомпании. В ходе заседания Общественной палаты все желающие могли задать кандидатам интересующие их вопросы. Члены Общественной палаты отметили, что отсутствовавшие на встрече Артур Анкваб, Леонид Запшба и Олег Аршба в ближайшее время также подпишут договор об общественном согласии. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Министерство внутренних дел республики поступает множество вопросов от представителей СМИ, связанных с эффективностью работы ведомства. В связи с этим глава МВД Абхазии Гари Аршба встретился с журналистами и рассказал о работе министерства. На сегодняшний день в некоторых средствах массовой информации, в некоторых выступлениях мы слышим о том, что Министерство внутренних дел не делает ничего, они не работают, не раскрываются разбойные нападения, не раскрываются похищения людей и так далее. Но на сегодняшний день я хочу заявить так, что мы однозначно полностью анализируем те преступления, которые совершаются. Мы анализируем те преступления, которые совершались в прошлые года. Насколько это возможно, мы вытаскиваем те преступления, которые возможно раскрыть. Расширенный репортаж со встречи смотрите в ночном выпуске Амши Кушара. В Сухуми, Гудауте и Гагре прошла акция «Псны против ДТП». Волонтеры и сотрудники ГАИ вышли на улицы городов с призывом сбавить скорость. О целях и задачах акции расскажут наши журналисты. Авария – слово, от которого буквально бросает в дрожь. Слово, к которому невозможно привыкнуть, несмотря на то, что мы слышим его практически каждый день. Проблема ДТП – одна из самых острых для нашей страны. Акция «Псны без ДТП» направлена именно на то, чтобы привлечь внимание жителей Абхазии к проблеме ДТП. Целью и задачей является популяция организации безопасности дорожного движения, чтобы каждый гражданин понимал, что автомобиль является повышенным источником опасности и самым опасным видом транспорта в мире. На сегодняшний день та карательная административная практика, как показала наша статистика, не готова снизить уровень количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений. Нами проводятся ежедневно мероприятия. Если говорить о таких нарушениях, как скоростной режим, на сегодняшний день выявлено 11 626 нарушений. Акцию «Псны против ДТП» проводит инициативная молодежь в 3 городах Абхазии – в Сухуми, в Гагре и в Гудауте. Идея проведения такой акции возникла не случайно. Идея пришла нам с моим товарищем, когда мы просто смотрели статистику и были в таком замешательстве, когда столько случаев аварий у нас на трассе, и как помочь вообще
этому положению, то, что происходит на трассе, то есть что предпринять самим, да, со стороны общества. И мы решили обратиться к действующему президенту. Рауль Джункович поддержал идею. Были распечатаны наклеечки тиражом 2000 штук. В рамках акции волонтеры прошли по самым оживленным улицам городов Абхазии с призывом снизить скорость. Молодые люди раздавали водителям и клеили на машины листовки с надписями, призывающими сбавить скорость, тем самым сохранить себе жизни. Я являюсь волонтером из комитета молодежи. И когда мне поступило предложение пойти на такую акцию, безусловно, я, конечно же, согласилась, потому что мне не безразлично. Я сама будущий водитель, и проблема на дорогах насчет скорости и аварий для меня очень серьезная. Диана Придонская путешествует уже 4 года, а в этом году решила отправиться с друзьями в Абхазию. Услышав об акции «Апсны против ДТП», решила принять в ней участие. Я решила поддержать эту акцию, потому что, мне кажется, это очень добрая и хорошая тема. Люди хотя бы задумываются о том, что не надо так гнать, и в Абхазии очень опасные дороги, многие боятся сюда ехать на машинах, боятся выпускаться за это. Я надеюсь, что ситуация изменится. Для эффективности выявления нарушителей на дорогах в одной из машин госавтоинспекции пилотно был установлен бортовой компьютер, с помощью которого в потоке транспортного движения, не останавливая машину, сотрудники ГАИ могут получить информацию о нарушениях. Со временем мы должны прийти к тому, что на каждом патрульном автомобиле будет такой бортовой компьютер, который определит нарушителя и привлечет его к ответственности с привлечением всех необходимых доказательных документов для водителя, чтобы не составлять никаких сомнений и кривотолков. Смертность на дорогах Абхазии ужасающая. За последние 7 месяцев произошло 112 аварий, в которых погибли 32 человека. По словам участников акции «Апсны против ДТП», эту проблему можно решить только сообща. И самое главное, садясь за руль, помнить, что вас ждут дома. Гугуса Варданя, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Круглый стол на тему о некоторых аспектах абхазской истории новейшего времени прошел в Национальной библиотеке Абхазии. В нем приняли участие абхазские ученые, историки, а также лекторы Абхазского государственного университета. Круглый стол организовали Абхазский институт гуманитарных исследований, историко-мемориальный музей Нестора Лакоба, Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, а также Национальная библиотека. Разгром Абхазского научного общества, репрессии против ученых и археологическая переписка из Метехского замка. Доклад с таким названием зачитал замдиректора историко-мемориального музея Нестора Лакоба Станислав Лакоба. По словам Лакоба, профессиональных ученых абхазской национальности в 20-х годах в Абхазии еще не было. Он отметил, что в 1922 году первым председателем Абхазского научного общества был профессор Фальбург. Считалось до недавнего времени, что Герман Барач был, но на самом деле был профессор Фальбург несколько месяцев, а потом бессменным руководителем был Герман Барач. Геолог, ихтиолог. В общем, они все были с университетским российским образованием, и была очень мощная плеяда историков, ученых. Проводились большие исследования, издавались бюллетень, известия, другие печатные материалы в 20-е годы. Они были очень широко известны, и не всем это нравилось. Особенно не нравилось это в Тифлисе. В Тбилиси не нравилось, например, что здесь собралась такая интеллектуальная среда в Абхазии, которая во многом даже превосходила то, что происходило в Тифлисе в этот период. С докладом выступил и известный абхазский ученый Лек Бгажба. Свое выступление он посвятил истории Абхазии на рубеже веков. Именно так и назывался его доклад. В 1978 году вышла книга Воронова «Вопрос в мире архитектурных памятников Абхазии». Он в Москве, представляете, вышла книга впервые в Москве, и, значит, там в предисловии написано, что коренным народом, это впервые, коренным народом является Абхазия, а вообще про грузинов там ни слова не было. И в Грузии очень рассердились, а где же были грузины? Очень большой шум пошел. По регламенту каждому выступающему докладчику отводилось 10 минут.
Историческая тематика круглого стола объединила узкий круг ученых. Более 2 часов выступающие рассказывали интересные факты из истории Абхазии. Нала Чхинджерия, Руслан Орлов, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. В здании профсоюза в Абхазии прошло собрание российских соотечественников, проживающих в нашей стране. Тема данной встречи – «Русский мир в Абхазии. Проблемы, перспективы развития». Подробности в следующем репортаже. И проживает более 23 тысяч людей русской национальности. Среди них политики, общественные деятели, искусствоведы, врачи, учителя и другие. На сегодняшний день в Абхазии 19 русских общественных организаций. Таким образом, поводом для очередного собрания стала активная деятельность множества новых русских общественных организаций, как говорили участники встречи, незаконно представляющих все русское население Абхазии. Как не раз отмечали организаторы встречи, активистом или председателем таких организаций не может стать человек без абхазского гражданства. Сложившаяся ситуация привела к тупику решения вопроса консолидации русского населения Абхазии. Создано невообразимое число общественных организаций, лидеры которых преследуют личные амбициозные цели и возможности попасть в списки приближенных к тем или иным структурам Российской Федерации. И в этом соревновании амбиций забыто о людях. О 23 500 русских, проживающих в Абхазии. Невидимое одеяло помощи должностных лиц, профессионально занимающихся вопросами российских соотечественников, тянется из стороны в сторону за лидерство и приближенность к этим должностным лицам. Формат многополярности сам по себе является причиной постоянного разлада этих организаций, поскольку любое действие одной организации или союза будет приводить к противодействию и конфронтации с другой стороны. Решение вопроса о разобщенности русского населения Абхазии стоит уже не первый год. И руководство Абхазии неоднократно собирало у себя лидеров конфликтующих общин и пыталось их объединить. Однако до сих пор прийти к общему мнению пока не удалось. На собрание был приглашен герой Абхазии, в разные годы занимавший высокие государственные посты Аслан Кубахия. Люди, которые не знают ни нашей традиции, ни наши обычаи. Я вам больше скажу, дорогие уважаемые русские, больше всех в этой войне погибло, конечно, абхазы. Но второй по численности погибших за независимость Абхазии – это русские. Более того, скажу, больше половины из этих русских погибших – это жители Абхазии. На поле боя все были бойцы вооруженных сил Республики Абхазия. Мы люди, как и с одной платформы. Мы граждане этой страны. Мы патриоты этой страны. Независимость Абхазии – это смысл нашей жизни. По окончании встречи, обсудив доводы и материалы представленных докладов, участники собрания приняли резолюцию. Было решено создать рабочую группу для поиска выхода из сложившейся ситуации и поставить в приоритет интересы коренного русского населения Абхазии. Абхазское телевидение продолжает серию интервью с кандидатами в президенты Абхазии. Согласно жеребьевке Центра избиркома Абхазии, сегодняшнее эфирное время предоставлено кандидату в президенты Абхазии Астаму Рутарба. Интервью в прямом эфире смотрите сегодня в 21 час. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.